Иосиф Сталин спросил: «Уважаемый генерал, какой вы нации?» Жайнасып ответил: «Я казах, товарищ главнокомандующий». Тогда Иосиф Сталин сказал: «Я знаю вас заочно с 1939 года. Вы большой гражданин маленького народа. Поздравляю». Жайсанып Мукарисович – третий казах, получивший высшее в советское время воинское звание генерала. Легендарный пилот. В 1945 году он получил звание генерал-майор за примерный героизм в войне с Японией. С 1929 по 1930 год служил на погранзаставе западного района населенными казахами, а в 1930 году был направлен на учебу в КУТБ – Коммунистический университет Рабочего Востока для народов Востока. По прибытии он был вызван в посольство Монголии в Москве и отправлен в учебную кавалерийскую дивизию на Кубе. После выпуска в 1933 году монгольское правительство использовало его для оказания переводческих услуг молодым монголам, которые приехали учиться в Оренбургскую летную школу. Переводя для частных монголов, он также получил высшее образование в качестве летчика. После ее окончания в 1935 году стал преподавателем Оренбургской летной школы. Он подготавливал здесь учеников 2,5 года. Вскоре ему было приказано вернуться из Монголии. 1 декабря 1938 года впервые в истории монгольской армии был сформирован усиленный авиаполк. Ему нужен был опытный руководитель. В память о Тунге Тугуровиче, ветерана, служившего под командованием генерала в битве на Халингале, говорил, что Халингалевой фронт возглавил знаменитый полководец Жуков. После окончания войны главнокомандующий Жуков лично принял нашего легендарного полководца Жайнасыпа и наградил его орденом Боевого Красного Знамени. 15 октября 1942 года приказом премьер-министра Монголии номером 00182 Жайнасып Мукарисович был назначен командующим ВВС. После окончания Великой Отечественной войны в 1945 году Советский Союз объявил войну Японии. В нем приняла участие и Монголия. Одна из записей экспедиции, сохранившаяся в архивах, гласит: «Мы изъяли 49 самолетов Супер и 11 самолетов Дублесник». Докладчик генерал-майор Жайсанып М. После поражения Японии Жайсан был принят Сталином в Москве вместе с группой русско-монгольских генералов. Он лично награжден орденом Красного Знамени Советского Союза. Покойный академик Ислам Кабыш-Улы напомнил, что генерал слышал об этом событии из собственных уст в сборнике воспоминаний «Мой край. Золотая Орда», изданном в Ульгее в 1980 году. Иосиф Сталин спросил: «Уважаемый генерал, какой вы нации?» Жайнасып ответил: «Я казах, товарищ главнокомандующий». Тогда Иосиф Сталин сказал: «Я знаю вас заочно с 1939 года. Вы большой гражданин маленького народа. Поздравляю». После смерти Чайбалсана в 1952 году началось преследование генерала. В 1953 году он переехал в Алматы на постоянное жительство. Он умер в 1965 году. Позже в честь летчика была названа школа в селе Кызылкайын Байолкинского района, где он родился и вырос. Автор Бикен Кайратович. Если вам понравилось это видео, прошу вас, нажмите лайк. Если не понравилось это видео, прошу вас, поставьте дизлайк. А также прошу вас, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Всем спасибо, что были со мной. Всем пока, всем добра, всем крепкого здоровья и удачи всем.